И за это я должен выразить благодарность. Я сейчас попробую вас поймать. Некоторые средства массовой информации вас называют южным кандидатом. Все те, которые так называют, это безысходности и слабости, я просто их жалею. Я давным-давно уже вырос из какого-то района или области, там, региона. Я рад и горд, что стал общегосударственным политиком. У вас сейчас есть команда, есть единомышленники, южане. Вы знаете, нет такой нации, как южане. Вот видите, вы говорите, Я знаю, что нет я к такой таким не нации. отношусь. Нет такой нации. Чем больше будем потреблять, что северяне, южане, это приводит к расколу. У меня в команде все представители, многонациональная команда. Многонациональная, я подчеркиваю, эта команда. И причем не самые последние представители того или иного народа. Кыргызский народ, он един, поэтому наша партия называется «Единый Кыргызстан». И мы строим неделимый, цельный, сильный, независимый, самодостаточный Кыргызстан. Вот в чем заключается наша цель. Вот вы сейчас коснулись Ельцина, Путина. Я как-то привык уже, начиная с 90-х годов, что наши президенты стараются сидеть сразу на 2, 3, 4 стульях. То есть это и с той страной, и с этой страной, и с третьей страной, с Вы четвертой имеете в страной. виду проведение международной политики? Да, внешней политики. Но я критиковал, возможно, чуть-чуть резче, чем вы даже критиковал. Мы не должны проводить воробьиную политику. Посидел на этой ветке, почирикал, перелетел в другую ветку, начинаешь чирикать по-другому. Тем самым ты теряешь свое собственное лицо. Он сам теряется. Я не зря говорил, что Кыргызстан блуждает. Нас мучили, что в 14 лет мы будем похожими на швейцарцев, да, Швейцария, Япония. Потом одному Богу известно, за кем мы ходили. Сейчас мучает, что мы должны стать турками. Зачем? Для чего? У нас есть собственный путь, который указал нам наши предки. Это путь свободное государство, самодостаточное государство и уважающие личности. Потому что нравственная составляющая у нас была достаточно богатая. Мы потеряли. Мы все гонимся за деньгами, какими-то там материальными благами, и тем самым теряем самое главное богатство. Это нравственность, это культура, это образование. Мы с вами прекрасно знаем, в 80-е годы мы боялись купить семечку, да, и шелка где угодно. Потому что любой аксакал или Да, бабушка, было. если косо посмотрит, тебе становилось стыдно. А сейчас попробуйте делать такое замечание. Он скажет, сейчас демократия, свобода, что хочу, то и делаю. У нас очень неправильное понятие демократии. Демократия – это в первую очередь ответственность каждого перед каждым. И ответственность каждого человека перед сообществом, то есть перед государством. А мы, к сожалению, как в стране кривых зеркал, все неправильно понимаем. Допустим, стали президентом, опять повторяюсь, дай бог. У нас же были события, которые, к сожалению, останутся в истории. До сих пор еще никто не разбирался толком. Будете разбираться? История не любит сослагательного наклонения. История всегда эта наука должна отвечать всегда точно и конкретно. Где, когда, почему. Вот это и есть история. А потом пишутся историографические какие-то научные труды. Безусловно. Они должны нести ответственность. Ибо безответственность порождает безответственность. Законы, вы привели пример, что Акаева снесли тогда, когда 40% населения были недовольны. А у Бакиева 72, говорите, да? Еще Сократ говорил, еще со времен Платона говорили. Если из 10 4 недовольны, это нормальное общество, терпимое. Если из 10 5, это уже тревожное. А если из 10 6 человек недовольны, это опасное общество. Мы перешли грань. Не то, что сейчас опасное. Кыргызстан супер опасное государство, непредсказуемое государство. Как поведут, куда поведут. Вы верите завтра, что может быть Кыргызстаном? Нет. Вот это вот недоверие, невидению завтрашнего дня порождает еще больше страха. Кстати, вот эксперты, они как раз и говорят о том, что государственности в Кыргызстане нет.
де юре есть, Де-факто. де-факто нету, будем говорить так. Ведь де-факто это вещь, вы знаете, юридически любой документ можно оформить. Но социальную легитимность имеет этот документ или нет, это уже большой вопрос. Юридически, как бы вы ни говорили, что Тумбаева сегодня президент, но социальной легитимности у нее нету. Вы согласны со мной? Я не буду тянуть свою политику. И юридически сегодня правоохранительные органы должны защищать граждан Кыргызской республики. Юридически. Де-факто они защищают систему. И они всегда становятся крайними. И при Акаеве, и при Бакееве, и при нынешних правителях. Их толкает на беззаконие, но, к сожалению, они идут на это. Идут. Поэтому степень ответственности зависит от уровня политической культуры любого человека. Каждого из нас. Вот у президента сейчас урезаны полномочия, Да. а все идут. Всех за всех не могу отвечать, но почему, обладая такими полномочиями, премьер-министр сегодняшний идет, это уже большой-большой вопрос. Почему? Он перед народом обещает, что он будет возрождать экономику, будет строительством заниматься, а он сам как бы экономист, 5-е, 10-е, что только не обещает. Ведь президент этими делами не занимается. Этими делами занимается премьер-министр. Исполнительная власть. Абсолютно. Вся полнота власти, не исходя из интересов кыргызского государства, исходя из каких-то там мелочных обид, с чувством как бы господства придумана эта конституция. Видимо, авторы, когда писали эту конституцию, всегда перед глазами видели Акаева и Бакеева. Не страну, а конкретных личностей видели. И вот это вот чувство обиды, чувство мести привели к тому, что мы сегодня имеем. Это абсолютно нежизнеспособная конституция, которая не отвечает нашим сегодняшним требованиям. А менять конституцию это... Менять не будем, мы будем возвращаться к 93-й истокам. год? Да, конечно, будем возвращаться к истокам. Тогда ведь не последние представители нашего общества сидели депутатами. Они очень долгое время работали, спорили и решили, что на данном этапе для развития нашего государства, это, как вы сами говорили, был период эйфории. Тогда политики не были такими хитрыми, продажными, как сегодня. Тогда они исходили из интересов нашего государства. Я хочу вернуть народу народную конституцию. Это будет не конституция Мадумарова. Это будет народная конституция, которую, к сожалению, потеряли, когда мы болели болезнью референдума мании. Вот так это будет чистая, нормальная конституция. Начнем жить по этой конституции. Понятно. Вопрос на засыпку. У меня мой хороший друг Мурат Мусабаев говорит так, полушутя, полусерьезно. Президент должен кушать то, что едят пенсионеры. Абсолютно. Ибо президент, мы все люди, быстро потеряем чувство меры во всем. Ведь Алексей Максимович Горький, лучшие умы спорили, что такое культура. Кто-то говорил, это чувство меры, 5-е, 10-е, это человек должен сидеть, и как он должен есть, как он должен кушать, как он должен здороваться, как он общаться, как должен пальто снимать. До сегодняшнего дня самый точный короткий ответ у Алексея Максимовича Горького. Он говорит, культура – это чувство меры во всем. Во всем. Это самое точное определение. Поэтому я, когда встречался со своими сторонниками, гражданами Кыргызской республики, я им обещал одно, твердое мое обещание, что я не буду президентом Белого дома или президентом 7-го этажа. Я хочу остаться в истории президентом, народным президентом. А что для этого надо? Элементарно. 15 дней поработал с документами, 15 дней общайся с народом. Посмотри, что они кушают, как они питаются, как они живут, какую воду пьют, в каких школах учатся и по каким дорогам ездят. Ведь для этого большого ума не надо. Я говорил, самое главное – это твердая политическая воля. И когда с народом общаешься, получаешь
потрясающую энергию. И интеллектуальную, и физическую энергию получаешь. И тогда ты будешь знать, ни один аким, ни один министр, ни один губернатор не может тебя обвести вокруг пальца. Потому что ты лучше, чем они, знаешь. Поэтому я пойду в народ. Если помните, в истории российского государства были такие шестидесятники. Этот процесс назывался «Хождение в народ». А я хочу идти в народ и получать от народа, и учиться у этого народа, и пусть оценивает мои действия народ. А не журналисты, а не какие-то там социологи. Пусть оценивает мое действие, мое поведение мой народ. Ново. Ново, действительно. Новое, но желание у меня огромное. Огромное такое. И вы знаете, кто-то там боится общаться с народом, а я получаю удовольствие. Они у меня спрашивают, вы же по 6, по 8 часов выступаете перед народом, устаете? Я говорю, нет. Потому что от нашего народа веет такая энергия положительная, очень положительная энергия. Я считаю, что это энергия надежды. И я должен заряжаться ежемесячно. И вот так будем проводить свою политику. И я с народом буду общаться. Считать, что я объехал всю страну, уже согласовал свои первые действия, первые шаги с народом. И эти шаги, эти решения будут от имени народа. Не на бумаге, а наяву. Любое крупное государственное решение будет согласовываться с народом. Вот сейчас телезрители сидят и думают, в принципе, хорошие слова. В принципе, Я понимаю, умные, устали. Но те чиновники, которые будут с вами, они постепенно начнут обрастать жиром. А чтобы они не обрастали жиром, их надо почаще гонять. Почаще надо гонять. Ведь я же не оброс жиром, да, наоборот, наверное, похудел, чем было, скажем, 15 лет тому назад. Я ваш вопрос понял, подноготное понял. Я же говорил, что когда Иисус Христос ходил, проповедовал, ему тоже задавали вопрос: ты Сын Божий? Он говорит, да. Ты посланник Бога? Он говорит, да. Ты можешь все это сделать? Да. А почему тогда ты босиком, говорит, голодным, в холоде ходишь и скажи своему Отцу, Всевышнему, говорит, пусть сделает так в одночасье, что все люди пошли за тобой. Он тогда взял зерно, бросил, говорит, куда попал? В каменистое место. Бросил второй раз, спрашивает, куда попал? Ну так, более-менее. Третий раз, когда бросил зерно, в плодородную почву. И Иисус что сказал? Вот куда попали каменистая местность, говорит, под солнцем не выдержит, сгорит, пользы не будет. А там, где каменистая, более или менее такая земля, он взрастет, но никогда не будет давать плодов. Потому что под палящим солнцем все равно не выдержит. А вот то, что в благодатную почву попало, взрастет и даст своих плодов. В этом не я виноват, говорит. Мои слова – это брошенное зерно. А в какую душу попали, это уже от вас зависит. Если душа черствая, то это бесполезно, 1000 раз говори. Но я уверен, что наше общество выходит из спячки, уже начинает давать правильную, наиболее реальную оценку. Кто есть кто. Мне сотни тысяч людей говорили, хватит уже. Да, мы ели мясо, да, мы пили водку, да, мы танцевали, да, мы в кафе ходили, да, для нас лошадей и баранов резали, но мы устали от этого. Это мне придало, знаете, какую силу? Реально устали. Какую энергию придали. Ведь я говорил, вы сами виноваты. Вы продаете свой голос, поэтому формируете продажное правительство. Если вы будете чистыми, честными, выберите чистого человека, и тогда власть станет чистой. И мне кажется, я уверен в том, что в процессе общения с народом мы друг друга поняли. И это придает мне огромную силу. И несмотря на то, что я 8000 километров проехал на автомашине, я чувствую себя абсолютно здоровым и отдохнувшим. Я вот почему задал этот вопрос. Вот, лично я сам патологически не люблю вот этих чиновников, которые живут, Кто их которые любит? получают $200-300, но живут
Дай бог, да? Каждому. Дай бог каждому. Да. Вот, ну, понятно, что воруют. Если они перед законом и перед народом не боятся, они не боятся даже перед Всевышним. Они хотят... Вот они вас не будут бояться. Они почему не будут бояться? Они как раз как от огня боятся. Почему? Потому что с моей стороны будет спрос достаточно жесткий. Меня невозможно купить. А вот как вы эту систему сделаете, чтобы спрос был? А для того, чтобы систему сделать, надо сначала родник почистить, чтобы с рыка потекла чистая вода. А родником для нас является власть Кыргызской республики. Вы согласны со мной? Угу. Давайте почистим, чтобы пить чистую воду. Я за. Вот, я еще одного единомышленника нашел. Пойдем вместе. К стенке надо их ставить. Вот честное слово. Это слишком жестко. Сначала путем убеждения попытаться, а если не получится, вот тогда государство должно говорить свое жесткое слово. Хватит. Хватит. А сегодня за власть, за государство говорит уже простой народ Кыргызстана. Они кричат «хватит». А я с ними солидарен. У нас хор большой, которые готовы сегодня сказать, а возможно 30-го скажем «хватит». На то и воля нашего народа. У меня один мой знакомый, он имеет сына, ему, по-моему, 12 лет, если я не ошибаюсь. Угу. Вот недавно как-то говорил, а почему, говорит, не придет такой президент, который пешком, говорит, будет ходить? Его же, говорит, народ, говорит, будет любить. Ну, пешком-то, наверное, не, ну, слишком понятно, утрировать нет, не надо. понятно, да. что это его. Вот. А я так вот прикинул, А почему бы, да? а почему бы и нет? А Вы знаете, я один почему бы не остаться вот в истории, вот действительно, вот как Джавахарлал Неру, ну, много их. Да, да, да. Я с вами согласен. Не только Джавахарлал Неру. Улов там, Пальме, вот шведский пример, которого убили. Да, к сожалению, как раз и после этого, из-за его благоденствия, как раз убили. Народ-то разный есть. Я приводил несколько примеров, когда я отвечал на несколько вопросов. Да, я хочу в истории остаться как аскетическим президентом. Аскетическим президентом. Вы в начале нашего разговора задали очень правильное направление и тон. Любой гражданин нашего государства хотел бы, чтобы президент кушал так, что кушают наши пенсионеры. И тогда бы он почувствовал. Но, к сожалению, так не получается. У нас народ тоже любит богатых. Вот, допустим, я приеду, буду выступать и говорить. Им может быть интересно, и они согласны со мной и солидарны, но буквально через 2 часа подъезжает другой кандидат и начинает раздавать все то, что они желают. Естественно, кому с большим уважением будет относиться наш народ? К тому, что кто что-то дает. И они не будут задавать вопросы, откуда у тебя дорогие такие деньги, да? Вот любой аил поддеть сейчас, да, зарежь лошади, хотя бы барана. Плохо. А они тебя будут уважать больше, нежели того человека, который будет говорить горькую, голую правду. Но Надо думать не о том, что сейчас поесть. А, к сожалению, иногда за 2 часа продает свою судьбу на 5 лет. Есть такое. Я же говорю, это все зависит от много составляющих. Мы не зря начали свой разговор от нравственной составляющей. Вот, и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то перед нами, читая лекцию, говорил, нравственность общества будет падать ровно настолько, насколько падает нравственность интеллигенции. А у нас есть интеллигенция? Мне кажется, некоторые представители интеллигенции очень хорошо чувствовали рядом с Акаевым и прекрасно чувствовали себя рядом с Бакиевым. А сейчас перед нынешними чувствуют себя неплохо. Поэтому у нас рыночная интеллигенция. Рыночная. Поэтому я говорил, и интеллигенция, народ в целом, он ответственен в то, что происходит. Если молчаливое согласие, будет творить, что хотят. Где голос нашей интеллигенции? Скажите, пожалуйста. Что-то я не слышу. Я не слышал 24 марта 2005 года. Я не слышал 7 апреля 2010 года. Я не слышал 10 июня 2010 года. Я не слышу сегодня. Тогда, когда наше государство стоит на грани. Быть или не быть.
Это гамлетовский вопрос сейчас для Кыргызстана стало очень актуальным. Быть или не быть? Каким быть Кыргызстану? В каком государстве жить нашему народу? Где эти интеллигенты? Подскажите, я готов пообщаться, поговорить. Давайте в прямом эфире пообщаемся. Но, к сожалению, как Алла Пугачева поет, крикну, а в ответ тишина. Это и есть равнодушие. А равнодушие – это преступление. У меня еще один вопрос. Опять же к этим чинушам, ну, не люблю я их, поэтому будьте добры, ответьте Ну, еще без раз. них не обойтись. Вы один не справитесь, потому что надо за всеми следить. Поэтому понятно, что нужна система вот этих вот сдержек для того, чтобы чуть что не так, Я эта вот понял. система сама бы и... Хорошо, давайте мы приведем такой пример. Но молодые люди этого не знают, наверное, более старшее поколение. Мы с вами это знаем. В 1982 году 10 ноября пришел к власти Юрий Владимирович Андропов. Он не убеждал, он по телевидению не выступал, он в газетах не отвечал на вопросы корреспондентов. Тихо, спокойно, Помню, не выходя было, из своего помню. кремлевского кабинета, навел такой порядок, ведь это же от желания и от воли, политической воли руководителя зависит. Вы тоже стали скептиком, а я реалист. Нет, я То, злой что- стал просто. У нас общество злое вообще-то. Общество злое, и очень это плохо, поэтому я говорю, у нас общество чуть-чуть больное. Надо лечить. Разные пути лечения есть. И дай бог, меня обрадовало то, что сегодня народ сам требует жесткости. А раньше говорили, нет, он злой, он жесткий, да ну его, лучше не будем. Давайте нам веселенького, да, чтобы он чаще улыбался и доброго такого. Не получается, дорогие мои. Жизнь у нас злая, времена такое. Поэтому ведь лидера выбирает время. Если настало такое время жесткости и порядочности, то мы готовы, мы идем на это. Я прошу прощения, я вообще забыл о том, что я хотел где-то вам около 3-4 минут предоставить в конце программы, лично обратиться к телезрителям. Увлекся беседой. А мы все. Вот мне сейчас режиссер дает. Минута у вас. За минуту можно все, что угодно говорить. Но самое главное, чтобы у человека было желание, дорогие мои соотечественники, самое главное желание. А ради того, чтобы понравиться вам, я могу придумать всякие сказки. Но это блеф, это все обман. Реальность, она достаточно жесткая, она тяжелая. И только мы с вами вместе, совместно можем исправить нынешнюю ситуацию. И я верю. И эта надежда дает мне огромную силу и положительную энергетику. Поверьте, будет перемены. Да благословит нас Господь. Спасибо. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Мне осталось только попрощаться с вами. Напомню нашим телезрителям, что, как вы сами видите, у нас сегодня в гостях был Адахан Мадумаров. Я тоже надеюсь, что он наведет порядок. А иначе нельзя. С этими чинушами жить дальше так невозможно. Спасибо. Всего доброго. С этими, а что на мою сторону смотрят?